Я не в восторге от фильма. О, поэтому я сыграю с ним в одну старую игру. Вот я снялся там, понимаете. Больше не пьешь. О, Не хочу я вам сказать. Кино не терпит наигрыш. Как? Нет, я уже больше, наверное, не буду сниматься. Я не волновался, не огорчался. Но фильм есть. Это самое главное. Мы в Москве 3 раза сходили на премьеру. 3 раза приглашали нас. Здесь сколько? Здесь столько. Мы бегаем, как некоторые бараны. Роза Хайруллина вообще не смотрит, не смотрел фильм. Не очень тщеславным люди присущи. Тщеславные люди, они прям рвутся к зрителю. Вот я снялся там, понимаете. Нет, такого нет. Я ведь сам себя играл. Тут же особого искусства нету. А? Да. Я сам себя играл. Это мой возраст. Как я пьяница, допустим, тайком от жены попиваю, да? Об этом не говорите, ну, как хотите. То есть нет искусства, когда актер играет сам себя. Великий танцор Рудольф Нуриев, мой ровесник, мой современник, мой любимчик, он свое интервью дает. И если кино актера я узнаю, или же театрального актера я узнаю на улице, я его не считаю его актером. Человек на сцене или человек в кино не должно быть похоже на своего исполнителя. Вопрос. Бороду я никогда не сбрею. Ни при каких обстоятельствах. Я работал в Институте культуры преподавателем, вел 3 курса, как Ишак работал, и ректор, парторг предложили мне сбрить бороду. Вам не гоже перед студентами с бородой появиться. Вот конфликт начался сразу. Ну, я улыбнулся. И мне не дают квартиру, мне зарплату не повышают. Потом я вынужден сказать, я у партийных лидеров учусь бороду носить. Как это так? Ленин, Маркс, Энгельс. Она с характером. Ну, и идет быть с характером. У него принципиальный, самоуверенный человек. Порой режиссеру трудно было. Я, зная характер ее, я, в общем-то, пасовал и не влезал в конфликты. В общем, мы сладили. Сладили, у нас не было. А вот такие моменты были у режиссера. Она ведь играла в моей пьесе, когда она была студенткой театрального училища. Она играла в татарском театре в моей пьесе и Черменянки, «Прости меня, мама». Неплохо сыграла. Вот эта ситуация смерти ребенка, смерть родителей и символ вот этот ядач, что-то то-то интересное есть, конечно. Почему они не расписаны? Почему они гражданским, тем более взрослый сын, женат, мальчик, Юнус, Ильхам. И вот эта трагедия их сближает. 1552 там мороженое стоит. Все татары восприняли как взятие Казани. Это символ, допустим. Вот это намек. Ну и все думали, что это. А там-то намека нету. Если намек был бы, было бы интереснее.
разрушение целого государства, национальности, политики, это экзекуции страны, обязательно они воспитают человека, я думаю, интересного, думающего человека, талантливого человека. Он такой прыткий мальчик. Ученые есть со сложными судьбами. И трагедии 1937 годов страдал татарский народ. Тимчурин расстрелян, Хасан Туфан 16 лет отсидел, Муса Джалилу отрубили голову, Абдулла Алишу отрубили голову. И сколько тысяч людей, композитор Фарид Яруллин, гениальный композитор, послали на фронт, погиб на фронте. На войне погибли 44 писателя татарских. Это же трагедия. Это же трагедия народа. Это должно быть отражаться в литературе, музыке и в кино. В мирное время мы страдаем от невнимания правителей татарскому просвещению, допустим, закрытым фактически. Десятки школ, сотни школ. А фольклор татарский, это же кино. Фольклорная тема. Почему якуты снимают про шаманов или там, они уже выходят на всеобщие общие экраны, потому что и казахские фильмы очень интересные, и киргизские фильмы очень интересные. А ведь татары снимали в 1926 году 2 фильма художественных, которые популярны до сих пор. Булат Батыр или же Куйрыклы Юлдыз, Хвостатая комета. Много режиссеров татар в узбекском фильме, казах фильме много татар. А у себя нету. Киностудии нету. Как можно создать высококачественный художественный фильм, не имея киностудии? Индустрии, да? Да. Киноиндустрии. Вот за 2 миллиона пробовали снять. Вон, «Озеро Кавань» сняли за 300 миллионов. А я снял о Рудольфе Нуриеве в детстве за 2 миллиона. За 500 тысяч.